Оплатить поездку в общественном транспорте Сыктывкара станет проще. Поможет транспортная карта. И ее нужно будет приложить к экрану терминала, который находится у водителя, удерживать до сигнала и печати бумажного билета, который по традиции необходимо сохранять до окончания поездки. Оплата занимает всего несколько секунд, что довольно-таки, скажем, удобно, быстро и незатратно по времени. Средства с банковской карты и транспортной карты спишутся автоматически в размере стоимости одной поездки, которая на сегодняшний день составляет у нас 20 рублей. Впрочем, для так называемой транспортной карты есть ограничения. Совершить можно не более 15 поездок в сутки. Платить один раз за один рейс. Пополнять баланс проездного можно будет в банкоматах, а баланс проверить на сайте или с помощью специального мобильного приложения. В данном случае мы сейчас говорим только о том, что это лишь такой прогрессивный способ оплаты. На самом деле многие города России уже перешли на такую услугу. И мы здесь не первые, но мы на самом деле очень тоже хотели совместно с нашим партнером это организовать, потому что на самом деле это дополнительная возможность современного способа оплаты, который позволяет, во-первых, сэкономить время и кондуктору. Вот еще раз убедились, как быстро это все работает. Поэтому я считаю, что это еще один раз наш шаг в сторону более современных услуг. Оплатить проезд можно будет и с помощью обычной банковской карты, причем любого банка. Оплата происходит совершенно по той же схеме. Карта прикладывается к терминалу, выезжает чек, и чек отдается как билет, как подтверждение оплаты проезда пассажиру. Более того, данный терминал, технология позволяет поддерживать оплату с помощью гаджетов, то есть с использованием современных платежных сервисов, таких как Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Например, тоже продемонстрирую. В моем случае это Google Pay. Также мы можем приложить карту к терминалу, телефон к терминалу. Оплату наличными тоже никто не отменяет. Нажав 2 клавиши на терминале, кондуктор распечатывает вам билет. К слову, если вы уже оплатили проезд, но ехать вдруг передумали, деньги вам не вернут. Услуга будет считаться оказанной. Пока новый способ оплаты доступен на 18 и 54 маршрутах. Следующим станет 46-й, а до конца 2019 года транспортные карты начнут действовать уже на всех рейсах. Анастасия Тюрина, Артем Соколов, телеканал Юрган.